5 уйгуров были схвачены и отправлены в Сербию, когда они проходили через Венгрию в поисках убежища в странах ЕС. Эти люди, которым грозит репатриация в Китай, нуждаются в помощи правозащитных организаций. Имея китайские паспорта, Хаксиму Якишан, Маулан Абдулбасит и 2 других уйгурских народных представителей прибыли в Венгрию 9 ноября 2023 года с намерением получить убежище в странах Европейского Союза. Согласно информации, которую Хаксиму Якишан сообщил Уйгур Ньюс по телефону, они были задержаны венгерской полицией по пути из Венгрии в Австрию и депортированы в Сербию. Эти уйгуры, которые содержались в Сербии в течение 5 дней в центре репатриации, вместе со многими сирийцами получили право на телефонный звонок только 14 ноября. Получив возможность поговорить всего минуту и связавшись с Уйгур Ньюс, Якишан сказал, что им сообщили, что он пробудет там в заключении более 2 месяцев. Якишан также заявил, что полицейские сказали, что отпустят его в качестве наказания за определенную сумму, но кто-то из Сербии должен привезти его. Уйгурские турки, находящиеся под стражей, не знают, в какой части Сербии они сейчас находятся, и обеспокоены перспективой того, что правительство Сербии отправит их обратно в Китай. Компания Hikvision, крупнейшая в мире компания по надзору, принадлежащая Коммунистической партии Китая, разработала новую систему, которая всесторонне расширяет механизм наблюдения. Недавно Hikvision разработала проект умного кампуса стоимостью около $9 миллионов для университета Миндзянь, Фудзянь, Китай. Интернет-протокол видеорынка, исследовательская группа в области безопасности и наблюдения, занимающаяся изучением и составлением отчетов по всемирно известным технологиям видеонаблюдения, сообщила о своем отчете, опубликованном 13 ноября 2023 года, что эта система, созданная компанией Hikvision, предназначена для создания подробной сети наблюдения за студентами, изучающими уйгурские и тюркские языки в университете. В отчете говорится, что эта система собирает личные данные студентов, места их отдыха, использование паспортов и информацию о членах семьи. Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин встретились в США. Джо Байден объяснил, что он и Си Цзиньпин договорились по таким вопросам, как борьба с наркотиками, прямое общение в военных отношениях и искусственный интеллект. Во время встречи с президентом США Джо Байденом президент Китая Си Цзиньпин обратился к администрации Вашингтона с посланием о том, что Штаты не должны поддерживать независимость Тайваня, с которым у Пекина есть спор о суверенитете, и не должны пытаться препятствовать технологическому развитию Китая с помощью экспортных ограничений, контроля инвестиций и односторонних санкций. Президент США заявил, что они также вернулись к открытому, четкому и прямому общению с Китаем в военной сфере, при этом подчеркнув, что это развитие имеет решающее значение. Байден также заявил, что США и Китай соберут своих экспертов для обсуждения вопросов риска и безопасности, связанных с искусственным интеллектом. 24 члена Палаты представителей США от Демократической партии призвали президента США Джо Байдена призвать к прекращению огня, подчеркнув свою глубокую обеспокоенность в связи с нападениями Израиля на сектор Газа. Вопреки позиции Кейра Стармера, главного оппозиционного лидера лейбористской партии в Великобритании, который отверг призывы к прекращению огня в Газе, 8 теневых министров, проголосовавших за предложение парламента о прекращении огня, подали в отставку со своих постов. Президент США Джо Байден заявил после личной встречи, что он по-прежнему считает президента Китая Си Цзиньпина диктатором. Как сообщает CNN, Байден ответил на вопросы журналистов после встречи с Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходившего в Сан-Франциско. Байден заявил, что по-прежнему считает Си Цзиньпина диктатором и сказал: «Это диктатор, который управляет коммунистической страной, основанной на администрации, полностью отличной от нашей». Непал присоединился к странам, которые запретили китайскую соцсеть TikTok. Правительство Непала решило запретить популярное приложение для социальных сетей TikTok на том основании, что оно нарушает социальную структуру в стране. Министр связи и информационных технологий Непала Реха Шарма заявил, что решение о запрете TikTok было принято на заседании Кабинета министров ранее в понедельник. Шарма заявил, что платформа распространяет нежелательный контент и что запрет вступит в силу немедленно, а властям было дано указание обеспечить соблюдение этого решения.